Что-то сегодня мне не везет. И озеро так неожиданно закончится. О, и лодка тут тоже. Ну да. Тут рыбаки рыбачат. Озеро и вот река, о чем я говорил. Таежная речка тоже. Бывает, я по этой речке тоже хожу на рыбалку до самого верховья. И вот озеро сюда и впадает. Глубина где-то 60-70 сантиметров тут. И рыбы запросто могут туда-сюда ходить. Так что если щука захочет зайти или окунь, просто может зайти и наоборот выйти с этого озера. Большое течение. Лишняя вода, не знаю, тут есть или нету, но в этом году, наверное, рыбачить на этой реке не получится. Что-то дороги нету. Полпути я обычно езжу на мотике, а там уже пешком еще. Вот всплеск небольшой, хариус или же этот елец. Кто-то есть, видимо. Вот то самое озеро, оттуда мы пришли. Весь потел, немножко надо отдохнуть, проветриться тут тоже. Тишина и покой. Ни одного свиста рябчика, ничего. Вообще лес пустой. И почему-то уток нету. Обычно здесь утки очень много можно встретить уток. Так, по этой тропинке, здесь рыбаки вроде ходили, по этой тропинке пойдем. Раньше здесь это место все накосили и луг было. Сейчас уже заросло, и тут вроде как-то дорога тоже была. Помню уже. Да, надо бы, конечно, подняться, порыбачить, попробовать. Я держу курс на избушку. Сейчас мне надо найти нужную тропинку, под которой я буду спускаться. Пришли где-то там и прошли возле того озера. Больше часа опять дятел такой же серый, непонятно, или молодая, или я не знаю, что за первый раз, не красной полоски на башке и ничего нету. На голове красной полоски ничего нету. Непонятно, что там, что за дятел. Может, обычный дятел такой. И вот прошел где-то больше часа, час-полтора, наверное. Ну, не спеша я шел. Возле, вот смотрите, брусника сейчас уже кислятина. О, блин, вот это кислятина. Вообще еще не созрела. До середины октября она еще будет такая кислая. Хотя уже красная, но
Уф, никуда еще не годится. Да. Еще одна надежда у меня ушла. Думал, здесь утки-то будут. Здесь сюда вообще людей практически никто не ходит. От реки далеко, от реки. И все равно уток нету. Не знаю. Ладно, сейчас где-то уже вон тропинка какая-то. Угу. Вот по этой тропинке будем еще. Вот по этой тропинке пойдем дальше. Будем спускаться. И дальше в планах у меня будет рыбалка. Немножко я сейчас буду уже пробовать рыбачить, окушков половить. Потому что с ружьем мне не везет сейчас. И надо немножко хоть поменять это дело. Возьмем удочку, посмотрим, как с удочкой пойдут дела. Также с собой я возьму ружье. Там на маленькой лодке я буду рыбачить. И на другом берегу там 3 озера еще есть. Два из них, из 3, 2 озера. Там более надежно, там утки тоже частенько бывает. Да всегда практически бывает. Еще проверим эти 3 озера. Но это лучше, наверное, сделаю чуть позже. Уже к вечеру. Потому что, наверное, с утра уже утки как бы кормились. И они сидят в траве, может. И я не знаю почему. Не видел их сейчас тут. Потому что здесь место такое отличное. Именно вот для уток, так очень много их здесь бывает. Но может они там тоже в траве сидят, но пока возле них не пройдешь, они не взлетают, не пуганные. Или наоборот уже улетели все. Так. И вот сколько уже я хожу по этому ягелю сегодня, грибов вообще нету. Вообще. Даже красноголовика вообще ничего нету. Интересно. Я, ребята, уже на избушке. И смотрите, какую удочку я уже готовлюсь к рыбалке. И пришлось поискать. И пришлось мне срубить вот такое 3-метровое удилище из осины. Более прямая попалась. Ну, более длинная, подлиннее не удалось найти. Только вот 3 метра, наверное, здесь. В принципе, должно хватить. У меня возле избушки, на избушке, на стене там гвозди прибиты. И на этих гвоздях у меня удочка деревянная тоже была. И какие-то редиски, нехорошие люди, эту удочку у меня взяли. Не буду говорить, что украли, а взяли, но обратно так и не вернули. Пришлось вот это коротенькое удилище оснастить и будем рыбачить на него. Я хотел еще спиннинговую удочку взять, но у меня как-то рюкзак там, думаю, сломается или... Передумал, в общем, не взял. Надо было, конечно, взять, думаю. Чуть-чуть коротковато будет, но ничего. Рыбачим на эту снасть. Так. Сперва, наверное, попробую на эту зимнюю блесну. Сейчас вот думаю, зачем я не взял спиннинг. И не надо
Ничего там готовить, все на месте, и катушка, и удилище. Сколько надо лески отмотал с катушки там. Такую петлю сделал. Не знаю, видно, нет. И буду надевать на него этот. Не выезжать с охотой. Будем пробовать рыбачить. Все надели. Если понадобится, быстренько можно снять. Вот так вот. Чуть-чуть длиннее. Вроде ничего. Так. В слишком глубоких местах не будем рыбачить и посмотрим, где будет окунь клевать. На глубине или мелководье. Вот так. Вот такая удочка сегодня у меня. Дедовский метод рыбалки. Тут хлам у меня. Самодельные блесна. Всякая ерунда. Еще черви возьму. Запас лески. И нож, наверное, придется еще взять. Друг удилище, если коротко будет, куда-нибудь остановлюсь, да, подлиннее удочку сделаю. Может, она короткая. Так. Ружье не знаю. Ружье можно и без ружья. Ружье, наверное, не буду брать. Или возьму, не знаю. Леска 0,22 тут. 0,22. Все. И нож, может, возьму с собой. Короче, сейчас пойдем на рыбалку. И сейчас еще покажу. Вот у меня, в общем, вот тут обычно я оставляю на этих гвоздях удочки. Но вот кто-то взял и не принес. Где-то, наверное, порыбачили и выкинули. Приходится вот так по-новому заготавливать удочки. Все. Ну, если будет клевать, немножко поснимаю, как я буду вытаскивать рыбу с таким удочком, если получится заснять что-нибудь. Все, собираемся и в путь. Ружье не знаю, потом брать, не брать. Поглядим сейчас. Короче, буквально 10 секунд прошло, как я остановился на рыбалку тут. Одного окушка я уже поймал. Мелкий, конечно, матросик, но еще поклевки были. Сейчас вот немножко посидим, может, кого-то еще поймаем. Я вытащил одного окушка, матросик. Мелкий, конечно, правда. Мелкий, правда, но и смотрите, новую удочку я еще срубил где-то на метр длиннее. Это вообще коротыш, до дна не достает. Сейчас вот там рыбачил на этой коряге и поймал одного окуня, и по дну уже не могу стучать блесной, не достает. Короткая 3 метра, а там глубина где-то 4-5 метров. И сейчас это уже 4 метра, в принципе, должен достать. Там туча, мама не горю, идет. Прямо сырая туча, наверное, дождь такой сейчас польет. Ветер усиливается, туча вот идет. Так, короче, я сейчас буду менять леску на ту удочку, сейчас закреплю и будем уже рыбачить той палкой вообще. Не удочка, а палка. Палка-удочка. Смотрите, вот чешуя у рыбы. Кто-то тут хозяйничал, какие-то рыбаки, наверное.
Еле-еле там видны следы. Даже непонятно, кто тут был. Не-то человек, не-то еще кто. Но чешуи много. Здесь чистили рыбу, видимо, рыбаки. И не знаю, на что ловили. Может сетями, может на удочку. И непонятно, что за чешуя. Вроде как смотрю и у окушков чешуя. Да, окуневая чешуя. Окуньков тут чистили. Так, занимаемся удочкой. Надо было, конечно, взять спиннинговые удочки. Проблем никаких не было бы. Короче, сидим, рыбачим. Туча ушла стороной. Сейчас еще поймали 2 штучки. Не очень крупные. Вон такие матросики. И вяло, очень вяло берет рыба. Крупные уже, наверное, все, что было, уже поймали. Пока время есть, порыбачим, а там посмотрим, что... О, опять поклевка. Опа! Здоровая поклевка даже. Терьяка, наверное, вытащили там с крючка. Поклевка. Оп. Блин. Поспешил ли, я не знаю. Опа, есть. Вот и окушок. Вот и окушок. Пришел к нам. Вот, оснастку поменял. Ой, блин, путается сейчас все. Такая крупная, но рыба. Так, все запутала там. В общем, так и ловим. Так и ловим, сидим. Очень-очень вяло берет. Кто-то опять подошел. Кто-то опять подошел. Есть мелкая. Ху-ху. Это же ёж. Начался дождь. Вон сейчас дождь поливает. И по пути я остановился у соседей, избушка. Вон уже как дождь пошел, блин. Капает вон. Это избушка по пути. Почти рядом, возле нашей. Челом здорово, Кырка. Так. Тут небольшой ремонт ребята сделали. Разбирали избушку. Там на 2 венца выше подняли потолок. Вот эти новые бревна вон. Смолистые еще. Полностью не высохшие. Также тут, как и во многих избушках, электричество, лампа. От станции подзаряжают все. Тут всегда тусуется полная избушка. Что осенью, что весной. Так, немножко переждать этот дождь. И тут 2 озера. 2 озера. Здесь, наверное, пойду еще проверю эти озера. И дальше будем подниматься. Вон какой кирпичная печка.
Вот в интернете я смотрю и в ютубе в основном у всех железная печка, а у нас стараются все сделать кирпичные печки. И эта печка не маленькая, огромная даже. Сколько там? Раз, два, 3,5. 3,5 на 3,5 кирпича, наверное, подняли. Так, вот затапливает, дым, потом огонь идет в конец печки, потом под плитой сюда идет, потом поднимается. И здесь, наверное, только, как сказать, один поворот может. Под плитой поднимается, идет и уже в трубу поднимается. Можно, конечно, сделать под плитой идет дым, потом в ту сторону поднимается, потом поворачивает в эту сторону опять, потом опять в ту сторону и несколько поворотов сделай, чтобы как бы жар не сразу прямиком ушел, а чтобы печка нагревалась. Вот так. Ну, конечно, потолок усиленно он сделал. 3 бревна. 3 бревна он. Перекладина. Сильно сделано. И вон подушки, матрас. Все на месте. Ай, перестает, нет, идет еще полным ходом. Ладно, что потом. А оттуда уже здесь до сюда кирпич, а там уже идет другая труба. Асбестовая она какая-то. Не асбестовая, а хрень ее на канализацию как-то делают из этой трубы. Тут розетка, вилка. И так, это как бы удлинителем сделано. Он туда еще идет дальше. Хозяин сейчас тоже, ко мне тоже приходит иногда. И вот, смотри, как начал поливать. Хоть бы перестал, у меня еще в планах сходить выше, там на поворот подняться, там еще одно озеро на этом берегу. И вот прервался я, хозяин говорит тоже, где-то здесь вообще рядом, говорит, медведь тоже был. Один и тот же медведь, то в этой стороне, то в нашей стороне, возле нашей избушки. Туда-сюда ходит. Ты смотри, что делает. Все аккуратно здесь убрано, смотрите. Старается паренек. Поддерживает чистоту. Конечно, скосили, но не сгребли, наверное, граблями. Ну что, вроде как чуть-чуть как перестал. Сейчас сходим, сейчас везде сыро станет после дождя, но надо все равно сходить, проверить тут рядом, там недалеко 2 озера. Кратковременно так польет и дальше. Как и говорил, 2 венца он выше поднял. Правильно. Лучше, чтобы повыше, чем, горбылем там ходить по избушке там. Не сесть, не встать. А свой рост сделал избушку и нормально. У нас все так делают. Рубероид и шифер там еще. Все четко сделано.
тишина. Где же утки-то? Какое хорошо озеро тоже тут. Небольшое так. Но бывает уток тоже можно здесь встретить. Обычно в том конце кряквы обычно любят сидеть. Бывало так. Здесь вот, здесь увидишь не рябчик, а чирков. Их пропускаешь, медленно проходишь и до конца сперва сходишь, там посмотришь. Если никого нету, уже возвращаешься к чиркам и добываешь. А обычно чирков пропускаем, и там в конце кряквы там сидят. Ну, что-то вот так нету. Весной после закрытия охоты дофига. Перелет хороший еще был, рассказывали. Я на охоту уже не ходил после закрытия, но по рассказам там перелеты очень много уток было. Но основная масса вся улетела. В этом году мало оставалось у нас. И они мало выводков в этом году здесь было. Не пойдем. Бесполезно. Бесполезно. Бывает так взлетают после того, как ты к озеру подойдешь, там травы так иногда выскакивают. Сейчас еще там одно озеро осталось в этой стороне, здесь недалеко тоже. Наверное, сейчас так и схожу, пока сильные дожди не начались. И будем возвращаться к избушке. А от избушки, вот моя любимая ягода, шиповник. Люблю тоже их. От избушки еще ходим на одно озеро и шабаш сегодня. С иголками эти шиповники. Блин, ходишь, колет все. Не так много тоже их в этом году. Тут уже болото начинается. Один раз грибы с той стороны я собирал. И в этом углу я такой, как зверь дышал, я слышал, но самого не видел. Непонятно, кто там был. Не показался тоже. Чуть дальше, наверное, где-то там. Там тоже чаще. И вот я слышу, кто-то дышит там. В этой чаще. Так присматривался там тоже. Сам боюсь и смотрю. Смотрю. Никого не видел. Кто там, какой зверь был. Ай, блин. Так. Вот такая чаща там. Где-то так. И слышно было, как дышит кто-то. Но не видел. Может и к лучшему. Вон опять ветер поднимается, блин. Фу.